Альхамдулиллахи раббил алямин, вассалату вассаляму аля расулихи Мухаммад, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Сегодня мы с вами завершаем тему, связанную с тем, как сохранить искренность. Сразу скажу момент, связанный с настоящим. Сохранение искренности важно в любой ситуации, в любое время, что бы с нами ни происходило. Тем самым мы облегчим себе жизнь в этом мире и в мире следующем. Это очень важно для каждого из нас. Не зря многие книги начинаются «Иннамаль а'малю бинният». За каждое деяние воздается по намерению. Потому что именно от нашего намерения строятся дальнейшие поступки. Пришла какая-то ситуация, именно от нашего намерения будут строиться дальнейшие поступки. Сын получил двойку, или сына поругали со школы, или вызвали на собрание. Вот именно в этот момент, в зависимости от намерения, что ты хочешь или как мы хотим, мы так и будем действовать. Если мы хотим свое «я» обозначить, мы и ремень возьмем, и побьем его, и накажем, и не дай Аллах, может дойти до страшных вещей. А если наша задача ради Аллаха его воспитать, здесь подход будет совсем по-другому. Тогда мы же будем думать по-другому. Потому что, чтобы достичь довольства Аллаха, нам нужно соблюсти два условия. Это намерение, которое должно быть ради Него, и путь, который Он разрешил. Потому что если мы будем воспитывать ребенка путем запретным, это не будет благим денем, это будет грехом. Поэтому возникает вопрос, с каким намерением ты это делаешь. Это просто маленький пример, ориентирующийся на все можно сориентировать. В любой ситуации именно все зависит от нашего намерения. Поэтому и здесь тоже мы с вами рассмотрели, что для того, чтобы сохранить свою искренность, в которой мы нуждаемся, это мы нуждаемся, не Аллах. Мы, каждый из нас нуждается. Первое, мы должны игнорировать что? Свой нафс, свое «я». Потому что на самом деле объективная правда и истина, то, что от нас не зависит. Мы делаем только причину. И опять же, мы делаем причину только потому, что Аллах нам помогает. Если Аллах не поможет, даже причину сделать не сможешь. Не сможем. Но это объективная истина. Может, у кого-то сейчас пока в головах непонимание этого, но это так, это вот объективная истина. Мы можем об эту стену ударяться головой, но все равно в итоге поймем, что да, оказывается, все в руках Аллаха. Поэтому, с одной стороны, можем положиться на Аллаху, сразу это принять. Или можем пытаться это как-то по-своему доказать, что обратно, но поверьте, не получится. Потому что Он Создатель. Он установил эти правила. И Он будет воздавать за наши деяния. И нет силы. Это же, это мощные слова. Если сердцем понимать, как будто прям масло на сердце, что нет силы более мощной, чем у Аллаха. Или точнее, нет реальной силы, кроме как только у Аллаха. Почему как масло по сердцу? Потому что, во-первых, сердце у нас предрасположено, в него заложена же программа, что это духовная пища, с одной стороны. С другой стороны, понимание этого есть, что да, действительно, нету мощи, кроме как только у нашего Создателя, у Аллаха Субхану. И в-третьих, альхамдулилля, что сила такая только у Аллаха. Серьезно. Иногда фантастические фильмы показывают, там якобы фантастические люди, там какие-то спецэффекты делают, там они, какой-то силой обладают. Но не дай Аллах, чтобы у людей была такая сила. А даджаль, который будет у нас испытанием, не знаю, доживем, не доживем, может не доживем, но испытание мощнейшее будет. У него же будут способности больше, чем у людей, намного выше. И он будет неверующим. Он будет тем, кто будет себя называть Богом. То есть эта мощь, это еще и испытание. И сколько людей за ним последует. Пусть Аллах обережет нас и наших детей от этого. Поэтому первое, что мы сказали, это игнорирование своего нафса. И помогает простая вещь. Вспоминание о том, из чего мы с вами созданы. А созданы мы с вами из 2 капель. И откуда мы с вами вышли. Как бы это жестко не звучало, но это очень сильно приземляет, поверьте. На чем бы ты ни ездил, на какой должности бы ни был, ты все равно из этих 2 капель. И пойдем мы с вами еще куда? В квартиру, которая 1 на 2 метра. У кого-то будет 1,60 м, наверное, на 2. Или метр на 1,60 м. Второй момент, мы с вами сказали, это умеренность. Когда человек прыгает из крайности в крайность, шайтану легче сбить его с истинного пути. Поэтому есть золотая середина. База обязательных действий. Есть время, когда мы с вами выполняем обязательные действия, есть когда дополнительные, есть когда мы работаем, есть время, когда уделяем детям. Нельзя прыгать из крайности в крайность. Мусульманин
должен вести все по чуть-чуть. То есть и ты в спорте должен быть, ты и в работе должен быть, ты и выполнять то, что Аллах предписал должен. И воспитывать ребенка, и ухаживать за женой, и ухаживать за мужем, и ухаживать за детьми. И поверьте, мы это с вами сможем. Потому что «Ля юкаллифуллаху нафсан илля усаха». Аллах не возложил на душу то, что она не способна поднять. То есть мы сможем поднять то, что Аллах субхану ва тааля на нас возложил. И более того, мы облегчаем себе так жизнь. Напомню вам историю, вы ее слышали. Один бизнесмен, у которого было банкротство было. И мама спрашивает у него, он говорит, вот такая ситуация. И мама спрашивает у него, маму давно навещал? Какая связь? Мама и бизнес мой. А есть связь, представляете? И иногда вещи, которые нам кажутся, что не связаны, они взаимосвязаны настолько, что мы даже не понимаем. Он говорит, а давно маму навещал-то? Он говорит, 3 года не видел. А почему не видел? Вот бизнесом занимался. Ну все, дорогой мой, вот Аллах тебя сделал так, чтобы ты смог навестить маму. По-другому не смог бы, наверное. Поэтому часто я говорю молодым, и вы тоже можете повторять, объяснять, когда хорошо, приближайтесь к Аллаху, потому что если Аллах любит, Он будет приближать к себе через трудности. Случай из жизни. Здесь в Казани был 2 парня, которые призывали читать намаз. Один встал, другой не встал. Встал, но уже в тюрьме. То есть попал в тюрьму, и там уже стал намаз. Аллах, если любит, через трудности будет тебя приближать, нас приближать к себе. Поэтому у нас, в принципе, если Аллах нас любит, просто стремиться к Ему удовольствию и понимать нужно, что мы облегчаем себе таким образом жизнь. Итак, первый момент мы с вами сказали, что это игнорирование своего «я». Второе – это умеренность. Третье – это мы с вами в прошлый раз сказали разнообразие в поклонении. И здесь речь идет, конечно, о дополнительных поклонениях. В рамках религии, а то однажды, я пару лет в Бугульме работал, там один взрослый мужчина, взрослый уже, спортсмен такой он был. И вот его когда пригласили намаз читать, а знаете, как пригласили? Пригласили под градусом, это же спорт. То есть уже неправильно пригласили, в принципе. Это же спорт, пошли намаз читать. И он, значит, прочитал намаз, имам поворачивается, он стоит на стойке головы. На стойке головы встал. Он говорит, а ты что делаешь? Он говорит, хазат, так же лучше, нагрузки больше. То есть опять от намерения нужно было объяснить, не довели, не объяснили. Поэтому здесь тоже разнообразие в рамках того, что предписал Аллах субхану ва тааля, и того, что сделал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, что делали сподвижники и так далее, как это поясняют ученые, исходя из этого, безусловно. И 4-й пункт, о котором сегодня мы с вами поговорим и завершим, это тадаррудж, это постепенность в поклонении. И вот здесь очень важный момент, многие это понимают неправильно. Кто-то говорит, например, девушке, ты, ладно, платок пока не одевай, просто платье одень длинное, и все нормально будет. Безусловно, длинное платье это лучше, чем короткая юбка, безусловно. Но говорить, что это норма религии, это неправильно, потому что минимум она должна закрыть все, что положено закрывать. Но не можем мы разрешить то, что Аллах не разрешает. И иногда приходит там, вот, говорит, на стройке работаю, матом ругаться невозможно. И говорит, хазат, ну может можно? Ну нельзя, мы не можем сказать, что можно матом ругаться. Ну нельзя матом ругаться. Ну хоть на стройке, хоть где работай. То, что мы не можем найти какой-то другой подход к строителям, но это наша проблема. Нужно найти его. И за это будет награда, потому что ты будешь учить других этому. И здесь точно так же. Не можем мы разрешить этого. Потому что не мы установили каноны. И еще раз подчеркивать, что это от Аллаха. Также тогда говорят, вот начни утренний намаз читать. Через неделю там еще добавишь. Безусловно, опять повторюсь, хотя бы утренний читать лучше, чем вообще не читать. Но опять же, подход неправильный, потому что постепенность поклонения подразумевает, что начинается это с обязательных действий. 5 раз в день намаз – обязательная его часть. Покрывание всего тела, кроме лица и кистей рук – это обязательная часть. Именно с этого надо начать. А если человек не принимает это, извините, не наша проблема. Мы пояснили, объяснили, довели. Но опять же, надо это делать мудро, аккуратно, спокойно. Не так, чтобы человек потом убежал и вообще избегал мечеть. Нет, конечно, безусловно. Поэтому мы не должны разрешать. Мы должны сказать, что должно быть вот так. И вот надо это делать, с этого начинать. И у тадарруджи, да, постепенности, когда мы с вами говорим, в примере, ну, например, где? Например, сегодня я эту неделю читаю по 1 аяту из Корана. Пример, предположим, дополнительные действия. На следующей неделе я буду читать 2 аята.
Или, например, на этой неделе я читал полстраницы, на следующей неделе 2 страницы. На этой неделе, этот месяц, я читал только фарз намазы обязательные. Но через месяц я буду ставить сунну, например, утреннюю сунну постоянно буду читать, потом дневную сунну добавлю. Вот где постепенность поклонения должна быть. Потом на тахаджуд намаз стану. Постепенность поклонения, вот она где. В дополнительных, вне фардах, не обязательных действиях. Потому что вы помните хадис Кудуси священный, где Аллах Субхану Тааля говорит, где пророк сказал, что Аллах говорит, что самые налюбимые из всех деяний, которые совершает его раб, это обязательные предписанные действия человека. Ат-тадарруч, постепенность поклонения, бывает 2 видов. Первое в исламском праве. Но этот вопрос в исламском праве уже закрыт. Аллах Субхану в Коране говорит: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, аль-яума акмальту лакум динакум, ва атмамту алейкум ни'мати, ва радиту лакум аль-ислама дина». Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии религию ислам. Аль-Маида, 3 аят. Правовое поле закрыто. За исключением тех моментов, когда ученые одного времени, единое мнение, основываясь на каких-то моментах, выводят по новым пунктам в нашей жизни. А в поклонении, опять же, установленным Аллахом, пророком и ученые, когда трактуют, вот здесь, пожалуйста, здесь иди вверх, как вот мы объяснили. Постепенно, но начиная с обязательных. Это кажется, что тяжело. Это кажется, что тяжело перешагнуть через этот порог. Поверьте, как только вы это сделаете, искренне ради Аллаха, не для показухи, не потому, что там подружки у меня одеваются, я тоже хочу одеться, не потому, что это красиво, нет, не поэтому, а потому, что это установил Аллах. Не потому, что подчеркнуть свою индивидуальность, нет, не для этого. Мы видим, что происходит с теми, кто это сделал. Они снимают, к сожалению, платки, они бросают намазы. Не с этим, с намерением ради Аллаха, вот. Чтобы заработать его довольство. Вот почему я ставлю на 5-кратный намаз. Вот почему я одеваюсь, чтобы заработать довольство Аллаха, чтобы попасть в рай, и чтобы в этой жизни Аллах Субхану дал мне легкость. Потому что есть обещание, как мы с вами говорили. Часто прибегаем к этому аяту. Юриду Аллаху бихумуль юсра, валя юриду бихумуль усра. Аллах желает вам облегчения и не желает затруднения. Это обещание не мое. Это обещание не каждого из вас. Это обещание не какого-то там человека авторитетного. Это обещание того, кто дал нам 24 часа. Тот, который дает нам пропитание. Тот, который дает возможность кушать это пропитание. Тот, который дал нам воздух и дает возможность его дышать. Тот, который о каждом из нас ежесекундно заботится, позволяя нам двигаться, думать, смотреть, ну и так далее. Поэтому есть такое понятие фикуль аулауият, первичное право. И на это есть ссылка пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Смотрите. Когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал Аль-Муаду ибн Джабалю, когда отправлял его в Йемен: «Фадрухум иля ан яшхаду ан ла иляха илlallah ва анна Мухаммад Расулуллах». В первую очередь, когда приедешь в Йемен, начиная с чего? Призывая к тому, что нет божества, кроме единого Аллаха, достойного поклонения, и что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, его посланник, его пророк. Вот к этому призывай. Вот наша вазифа с вами. Когда он держит сигарету, отбросать сигарету, это вредно, не с того мы начинаем. Надо сначала объяснить, что есть Аллах. Что будет потом? Вот сфера столпов веры, вот она. Вот что мы должны довести до людей, показав, естественно, хорошие нравы. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبَرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Если они это примут, то скажи им, посмотрите, скажи, что Аллах обязал их 5-кратным намазом днем и ночью. Аллах обязал. Он не попросил. То есть многие здесь служили. В армии как? Приказ сначала исполняется, потом обсуждается. А почему мы по отношению к генералу так, в принципе, проблем нету, да? Да, мы подчиненные, там, солдаты. А с Аллахом мы говорим: слушай, созреть надо. До этого же дойти надо. И вроде правильно говорит, слушай. Как иногда бывает в шутках, там вроде правильно сказал, а еще я должен остался денег ему.
И здесь вроде правильно же говорит, логически, но не все логически понимается в религии. На самом деле, логически, если даже подходить, Аллах, твой главнокомандующий, Аллах, Субхана, твой создатель, и Он не попросил. Если ты принял ислам, если ты стал мусульманином, Он обязал тебя, и за это даст большую награду, больше, чем за дополнительные действия. Почему? Потому что обязательные действия, приказанные, исполнять труднее. Их труднее исполнять. Когда приказали тебе, попробуй не прочитай, Аллах же воздаст за это. Еще в этой жизни, может, увидишь. Поэтому, чтобы достичь сладости в намазе, если мы в фарзах этого не достигаем, необходимо дополнительно намазы читать. Почему? Потому что дополнительно мы ставим уже по желанию. Так вот, необходимо довести, чтобы фард намазы мы тоже вставали с большим желанием. Это особенно в начале бывает, когда человек встает. Особенно во время трудностей бывает. Человек встает на намазы, фарзы с искренностью, с желанием, прочитает, и уже из намаза уходить неохота. Вот до чего мы с вами должны свое сердце довести, чтобы из намаза уходить не хотелось. Поэтому дальше Пророк сам говорит, что «Фаин хум алтауляк бидалика фаахбархум анна Аллах кад фарада алейхим садака тухаду мин агнияихим фатурадду аля фукараихим». И когда они это примут, скажи им, что Аллах обязал их чем? Здесь садака идет, закятом. То есть для тех, кто достигает уровня выплаты закята, он должен отдавать что от богатых, должен давать бедным. Это тоже не просьба. Потому что все, что Аллах нам даровал, это в принципе принадлежит Ему. А то, что касается закята, если вот человек, например, достигает уровня выплаты закята, и у него есть закят, который он должен выплатить, это имущество абсолютно не его. Абсолютно. Он вообще на него не имеет права. Это право уже бедных, нуждающихся. Это вообще не его право. Если человек присваивает, не отдает, получается, он украл их у Всевышнего. Нет, это же я сам заработал. Но ты заработал почему? Потому что Аллах тебе дал возможности, Он тебе дал людей, Он заботится о тебе. Поэтому мы с вами должны понимать, что, еще раз в завершение скажу, что то, что касается обязательных, это база. А дальше уже идет постепенность поклонения. Причем в поклонении рекомендация, акцент делать на том, что человек любит, к чему тянется и что лучше получается. Например, у человека очень хорошо получается, ему нравится заучивать Коран. Вот в этом увеличивай. Другой, может быть, не в Коране, но он любит держать пост. Увеличивай в этом. Третий, он, да, может и пост держать не может, может и, там, скажем, и Коран не очень учится, но он любит тахаджуд, ночной намаз. Увеличивай в нем. То, что человек любит из дополнительных действий, помимо фарда, пусть вот в этом и увеличивает. Поверьте, баракат будет очень много. Потому что Аллах Субхану кому-то, как один из имамов, из 4 масабов, имам Малик или имам Ашафи, не помню, кто сказал, о том, что кому-то Аллах даровал возможность в чем? В садака, и он раздает. Другому он дал возможность держания поста, в третьему в знаниях и так далее, и так далее. Поэтому необходимо в увеличении поклонения акцентироваться на том, что мы любим, чтобы это было больше, эффектней. Дай Аллах Субхану Тааля, чтобы мы с вами не забывали об этом. Дай Аллах Тааля, чтобы мы с вами сохранили свою искренность. И этой искренностью приближались каждый день к Аллаху и ценили это чувство, которое дает нам понять важность отношения с тем, кто каждый день и каждую секунду заботится и о нас, и о наших детях, и о наших матерях, и о наших отцах, и о наших родственниках, и о каждом том, кого мы любим. И любить мы должны каждого с намерением ради Аллаха Субхану ва Тааля.